Мажилисмены возмутились тем, что Министерство торговли и интеграции за год 3 раза поменяло правила субсидирования затрат экспортеров. В ходе пленарного заседания Мажилиса спикер Нурлан Нигматуллин обрушился с критикой на работу ряда министерств. Досталось и главе Министерства торговли и интеграции Бахыту Султанову, который ответил на возмущение мажилисменов о частой смене правил субсидирования затрат на экспорт, большое количество собираемых документов, долгое оформление заявок. Так, по словам депутата Петра Шарапаева, по бюджетной программе содействия экспорта казахстанских товаров на внешние рынки исполнение составило лишь 6,8 миллиарда тенге из запланированных 9 миллиардов тенге. При этом не выполнен объем экспорта несырьевых товаров. При плане 17 миллиардов долларов он составил 15 миллиардов долларов. Это было связано с тем, что мы часть экспорта потеряли на Иран по алюминиевому направлению, так как США ввели у себя пошлины, Китай сократил определенный объем, а мировая цена по обработанным продуктам резко падала. При том, что физический объем по многим направлениям вырастал, например, по ферросплавам на 7%. Но цена упала на 15%. Это повлияло в целом на неисполнение показателей экспорта несырьевой продукции в прошлом году, сказал министр. В свою очередь спикер Мажилиса Нурлан Нигматуллин вспомнил о времени, когда Султанов возглавлял Министерство финансов. Слушал вас, Бахыт Турлыханович, и сразу вернулся в те годы, когда вы были министром финансов на таких отчетах. Просто словесный поток. Вот ваше министерство только начало свою работу, в июне как раз год будет, а уже нарабатывает свою порочную практику. Возмутился он. Цель создания Министерства торговли была определена для поддержки экспортно-ориентированных предприятий, подчеркнул спикер. Что же вы делаете за этот год? Вы 3 раза поменяли правила субсидирования для наших экспортеров. Соответственно, каждый раз меняли и инструкции к ним. Вот не было вашего министерства. Они жили по одному правилу. Вы понимаете, как вы запутали, как вы замучили наших экспортеров, развели бюрократию на ровном месте. Да это похуже всяких торговых войн и коронавируса. Минус высказался Нигматуллин. В результате такой частой смены правил, по его мнению, министерство не сумело полностью освоить деньги, выделенные на содействие экспорту. Как следствие, почти на 2 миллиарда долларов уже не выполнен запланированный объем экспорта несырьевых товаров, что очень актуально для нашей экономики, когда руководство страны ставит вопрос по ее диверсификации. Ваше министерство создали для того, чтобы вы помогали развитию торговых отношений, способствовали продвижению экспорта казахстанских товаров, а вы его стопорите. Минус, подчеркнул спикер. На это министр торговли заверил, что изменения правил субсидирования были направлены на облегчение и расширение географии экспорта. Вначале по этим правилам только 50 предприятий могли иметь доступ к мерам поддержки. Благодаря этому треть действующих активных экспортеров, то есть 139 предприятий, получили доступ и даже расширили географию. Эти поправки были не для того, чтобы запутать, пояснил он. Нигматуллин согласился, что цель изменений действительно была благая, но надо было сделать профессионально. Один раз, в октябре вы сделали, потом в свои же правила внесли изменения, в декабре, потом в начале года. Но так не делается, все должно проходить, понимаете, по понятным правилам. Как мы ему будем помогать? Один раз объявитесь, чтобы ему было ясно, и продвигайте. Не можете сами, наберите проектный офис, пусть вам разработают. Посоветуйтесь в конце концов с нашими казахстанскими экспортерами, у них есть в компаниях грамотные люди. Но сделайте один раз инструкцию. Цель была благородная и правильная, но как вы ее сделали? Как обычно. Вот и результат, резюмировал он.